Сфера культуры Илишевского района на сегодняшний день объединяет 84 учреждения культуры, в которых трудится 205 работников. Из 389 клубных формирований различного направления 12 коллективов носят звания «Народный» и «Образцовый». Как сообщил на прошедшем отчетном собрании начальник отдела культуры Раиль Гумеров, 2019 год был насыщен разнообразными культурными событиями, и множество из них имело республиканское значение. В 2019 год в учреждении культуры организовано и проведено 8528 мероприятий, посвященных году театра Российской Федерации, столетию образования Республики Башкортостан, столетию народного поэта Мустая Каримова. Из всех этих мероприятий 5405 на оплатной основе. Как вы знаете, наш район ежегодно принимает участие в республиканских мероприятиях. Одно из самых важных, значимых мероприятий для нашего района — это было проведение республиканского фестиваля ОАС на территории нашего района. Мы его проводим 2 года раз. В этом году мы приняли 3-й республиканский открытый многожанровый фестиваль башкирской этнической культуры ОАС. Примерно 700 участников. Каждым годом количество участников у нас увеличивается, география увеличивается. И мы надеемся, что эта добрая традиция она сохранится, и с каждым годом все шире и шире будем праздновать это мероприятие. Кроме этого, мы приняли участие в фестивале Всероссийском фестивале хоровых коллективов, республиканском социальном проекте «Любимые художники Башкортостана», «Фольк-тайм» фестиваль фольклорных коллективов, межрегиональный фестиваль театральных коллективов и многие другие. Для нашего отличительным таким знаковым мероприятием является, что несколько лет подряд мы проводим свой районный фестиваль. Она каждый год по-разному называется, но в целом такой фестиваль не в каждом районе проводится. В прошлом году под названием «Земля моя родная» она проводилась. В принципе, я считаю, что мы его успешно провели. Сельские поселения ходили в гости друг к другу с концертами. Количество участников тоже каждым годом растет, в связи с чем у нас и количество коллективов увеличивается. В этом году мы проводим с вами тот же самый фестиваль, но цели другие, и название у нас «Салют Победы». Провели мы его в Самайском сельском поселении, Аркузское поселение ставило концерт, и надеемся, что этот фестиваль станет хорошим начинанием. Кроме этого, в прошлом году ознаменовался годом театра, и провели мы совместно с отделом образования районный фестиваль театральных коллективов «Театралька-2019». Проводили его мы в 4 года подряд. Также знаковым мероприятием стал для нас открытие Башкирский историко-культурный центр село Верхнее Иргиево. Открытие данного центра называлось в течение 3 лет, и была шикарно, мы открыли этот историко-культурный центр. Надеемся, что он на 100% заработает, и мы от него будем получать огромную пользу. И в культурной деятельности в целом тоже будем получать пользу. Как подчеркнул начальник отдела, особое внимание в последние годы уделялось укреплению материально-технической базы учреждений культуры. Буквально за 4 года из 50 клубов у нас отремонтировано 47. Осталось всего ничего, 3 клуба, если мы отремонтируем, то надеемся, что уже будет внимание обращать на оснащение наших клубов, на внутреннее содержание. Очень отрадно, что 2 года подряд мы по линии партии «На России» Местный дом культуры получаем финансовые средства. В прошлом году РДК такую помощь получила. Мы с вами стали обладателями хорошего автобуса «Форд» 19-местного. Мы больше не будем арендовать звук на саванты и такие большие мероприятия. У нас есть хороший звук на уличные мероприятия. Ну и мы с вами смогли оснастить цветовым оборудованием нашу сцену районного дворца культуры. Все это в рамках проекта «Местный дом культуры» и партии «Единая Россия». Дополняя доклад руководителя отрасли, на собрании также выступили директор районного дворца культуры Раис Хабибов, директор детской школы искусств Ирина Фасхиева, директор кинотеатра Азамат Мингазов, исполняющий обязанности директора централизованной библиотечной системы Айгуль Саидгалиева, старший сотрудник историко-краеведческого музея Гульназ Гареева, директор историко-культурного центра имени Мусы Гареева Гузель Нуриева, главный бухгалтер Айсалу Кабирова. Присутствовавший на собрании глава района Ильдар Мустафин подчеркнул, насколько
насколько значим и специфичен труд культработников. В этом году ожидается проведение на территории района Всемирной фольклориады 2020. И данное мероприятие потребует от работников культуры подготовки на высшем уровне. Кроме того, глава района выразил пожелание с особым национальным колоритом и новизной провести районные и сельские сабантуи. По сложившейся традиции, отличившиеся в течение года сотрудники были награждены почетными грамотами. Алина Хадимуллина, телерадиокомпания «Илиш».